Друзья, у нас разговор сегодня с очень интересным человеком, молодым человеком, актером, режиссером. И, как оказалось, совершенно буквально несколько минут назад выяснилось, что еще и молекулярным биологом по своему первому образованию Дамиром Бахтиевым. Это человек, который смог в своей жизни реализовать самые смелые мечты. И сейчас он играет в театре, он играет свои спектакли, он участвует в мероприятиях, много читает, развивается, живет. Несмотря на то, что есть серьезный диагноз, который не всегда позволяет ему быть, может быть, в форме, в тонусе и так далее. Но, тем не менее, это человек с большой душой, открытым сердцем, человек, который радуется жизни, миру, людям, творчеству. И сегодня мы постараемся поговорить с ним обо всем. Если, конечно же, все у нас сегодня получится, а я в этом уверена, потому что Дамир очень светлый человек. Знакомьтесь, Дамир Бахтиев. У меня первый вопрос. Раз мы выяснили только что вы молекулярный генетик, а как так получилось, что вы из науки практически, не практически, а вообще из науки, перешли совершенно в какую-то, совершенно другую вселенную? Вселенную артистов, актеров, лицедеев, клоунов, людей, которые делают людей счастливыми. Вообще всю жизнь свою сознательную я хотел стать биологом, я хотел быть ученым, заниматься наукой. Но в какой-то момент жизнь, она идет, она долгая, она разная у всех. И в какой-то момент я начал понимать, что я не хочу с этим связывать жизнь. А это довольно... понимание, информация травматичная для человека молодого, который все сделал для того, чтобы все как по маслу идет туда, и он вдруг осознает, что это ему не нужно. И дальше непонятно что. Естественно, когда я учился, когда я занимался наукой, к счастью, эти времена давно прошли, я вел всякие мероприятия, то есть все задатки для этого были, для того, чтобы перейти в тот мир. Но, естественно, тогда это казалось невозможным, волшебным, каким-то недостижимым никогда. И я собой хочу вдохновить людей, тех, кто... Сейчас это можно. То есть решиться на то, чтобы жизнь кардинально. Да, никто в меня не верил, абсолютно. Даже все мои близкие друзья, самые, которые больше всего любили, они просто молчали, другие просто крутили у виска: ты чего? Ты столько всего прошел, ты тут столько всего уже у тебя случилось, столько всего прошло, столько всего получилось. Зачем тебе куда-то уходить вообще в другое место, вообще в другую сферу, где вообще непонятно, что будет. Так удалось, к счастью. Да. К счастью, удалось. Это к счастью. И получается, что вы закончили школу в Ижевске. Да. Мы земляки, бе-бе-бе, скажу я с гордостью. Вы родились в Ижевске, закончили школу, поступили в университет, скорее всего, в Ижевске, да? В УДГУ я поступил без экзаменов, потому что у меня было гарантийное письмо за Всероссийскую олимпиаду по биологии. Вот так. То есть у вас олимпиады по биологии, вы поступили на биологический факультет, закончили и... Нет, я закончил, но произошла такая штука, что с 3-го курса я уехал в Пущино, и там в институте белка я делал свою дипломную работу. То есть практически на месте, уже на научном месте. В институте, да. В научно-исследовательском институте белка. Отлично. Российской академии наук. Да, и как-то в прекрасном институте. Да, и как-то попутно были и на сцене, что-то проводили, мероприятия. То есть вы все-таки вы экстраверт, вы можете... Нет, конечно. Нет, не экстраверт, интроверт. Но при этом вы, получается, совершенно умеете и получаете удовольствие от отдачи себя, получается, публике, ведь это не очень просто для интроверта выйти на сцену и там на 500 человек выступить, зажечь и, главное, держать эти 500 человек на себе. Мне кажется, что люди, которые кажутся экстравертами на сцене, они интровертные более. А что это за способность такая, так переключиться на... Или это навык, или это тренируется? Мне кажется, это тренируется, когда ты можешь отдавать. Это, если ты это не попробуешь, ты это не узнаешь. Не ощутишь. Да. Хотя мне кажется, и вообще я уверен, что в любом ребенке, в любом человеке эта сценичность есть. Она просто в какой-то момент во что-то другое уходит, или еще, можно сказать, что учителя тоже актеры. Ну да.
там политики тоже, ну, это понятно. Вообще Конечно, люди, да. кто выступает. Да. Это же связано с общением с аудиторией. Ораторское искусство, Да. да. То есть тут, наверное, действительно это тренируется, это навык, прежде всего, трудолюбия какое-то. Да, а потом это связано обязательно с энергией. Да. Да, можно быть интровертом, который поведет за собой миллионы, да, и Да. можно быть экстравертом без энергии, да, Да, просто и вот абсолютно... не зацепляющим вообще Абсолютно никак, точно. да. Я, кстати, да. работал, когда я учился на втором, по-моему, курсе в ИТГУ, я работал в школе преподавателем, учителем биологии. Уже. Меня позвали в мою школу вести лицейские классы, поэтому я знаю, что такое работать Да, это преподавателем. не просто. Даже 30 человек, казалось бы, в классе, но дети, это Да. очень непросто. Так, итак, вы получили диплом. Да. Вы начали работать биологом, Нет, я Нет. не работал. не работали. Вы поняли, что не Я ваше. все это оставил и начал поступать в театральный институт. Как вы готовились? Как Бог на душу положит. Так. Никаких преподавателей у меня не было. Ну, там же бывают всякие, те, кто готовит эту программу. Да, репетиторы или как Да. это называется. Ничего да, такого у меня них не было. тоже. Я поехал в Москву. Ну, все как бы махнули на меня рукой. Сказали, Всё, что, пропал человек. Да. Вот. С Так, первого года я не поступил. Я был уже достаточно старый для тех, кто набирал курсы. Я везде проходил до третьего тура. и на третьем Вот так. туре срезали что, Да. за возраст? Или Да, что, всем находили же- всем причину? же, да. Это не то, что они были плохие. Может быть, я и правда был не совсем то, что мне Готов, нужно. да? Мгм. Я расскажу свою историю. Я Да. тоже мечтала быть актрисой. Я даже там как-то, в общем, где-то пыталась сниматься. И даже в 17 лет прошла пробы на киностудии имени Горького и собралась поступать. Папа сказал: ни за что. Сначала ты получишь нормальную профессию, чтобы я спокойно умер. И знал, что ты заработаешь. Я получила профессию и в 23 года прикатила в Москву поступать. И буквально еще на подаче там документов мне везде сказали: боже мой, да вы уже стары. Мы тесто берем, мы из теста лепим, а вы уже все, состоявшаяся личность, вас никто не возьмет в свою мастерскую. И все. Таким образом, я не боролась, а вы боролись. Не верьте тому, кто вам скажет, что вы для чего-то там не подходите. Или стары. Или старые. Вообще, сейчас все по-другому. Если вы очень хотите, найдется путь, по которому вы попадете туда, куда вам надо. Да, в общем, надо очень хотеть. Да. Ну, я, кстати, я просто пошла там куда-то в телевидение, в журналистику, по сути в дела, вы в этой музыку. профессии. Да, но сейчас я просто снимаюсь как любитель, как там в групповках. Ну, теперь я уже доросла до эпизодов с текстом, и я как-то вот для себя, Ну и как прекрасно. в качестве хобби, да, я снимаюсь как актриса эпизодов, да. Я даже где-то в каких-то, в интернете увидела в каких-то вот этих актерских, на актерских сайтах я значусь как актриса, потому что где-то сыграла эпизодик в сериале и в титрах указано. В общем, это удивительно, конечно. Прекрасно. Все-таки это какая-то мечта, которая рядышком в жизни идет. Вы же получаете те же эмоции, которые вы хотели. Да. Вы на съемочной площадке. Да. Вы же, ну, значит, Да, вот это творчество, экран. Значит, всё получилось. Да. Скажите, а получается, вы на третий раз поступили? На второй? На третий? нет, вообще все произошло вообще по-другому. Так. Долгая история, я ее стараюсь рассказать очень быстро. Короче Мы говоря, я никуда не начал работать в торопимся. Ижевском театре «Птица». Птица. Да. Мгм. И через год я уехал в Москву, и меня сразу взяли в театр. Вот так. Да. И только Без через, диплома? через несколько лет я поступил на режиссерский факультет «Щуки» и закончил ее с красным дипломом. Вот так. То есть дорога была совсем Вообще в обход. другая, совсем другая, да. Но если вы хотите, если какое-то есть, ну, я надеюсь, что есть какое-то содержание в вас, то вы не бойтесь тем, кто вам говорит или кто в вас не верит. Потому что это ваша жизнь. Да. Из других потом не спросишь. С других не спросишь, да, но другие За могут свой прям выбор, поломать, да, но и другие могут Очень поломать. и травмировать, и всякое другое плохое сделать. А вы делаете Итак, свое. вы начали работать в театре. Это как-то одновременно с работой больничным клоуном было? Или то есть вы здесь в театре спектакли какие-то прошли, через да? некоторое время я попал в больницу, в детскую больницу, и там, в общем, совсем по другой причине туда пришел и стал заниматься больничной клоунадой. Тогда она только появилась в России,
И вот мы ходили к детям, которые попали в какие-то сложные ситуации, с какими-то болезнями, с какими-то травмами, с какими-то еще проблемами в больницу. Мы к ним ходили особенными способами. То есть, еще раз скажу, что это вот не клоунада, которая в цирке или которая аниматорство. Это совсем другое, это особенное направление, которое вот про взаимодействие клоуна как человека или как существа, не характерного для больницы, который приходит к ребенку, чтобы его в этой больнице поддержать. В этой ситуации для него незнакомой, враждебной, как ему кажется, опасной, там, и так далее, изнуряющей, ну и так далее. То есть это больше, наверное, какая-то часть сказки, которая, ну что-то... Это может восприниматься по-разному, но это чтобы эту реальность тяжелую как бы разбить, изменить ее. Да. То есть может вдруг возникнуть человек с красным носом, с какой-то мелодией, с какой-то эмоцией, с какой-то энергией, которая может к тебе прийти. Что мы приходили даже к тем, кому нельзя заходить в палаты, и можно только общаться через стекло, например, да. И там тоже свои способы, например, если он тебя не слышит, он может только тебя видеть. Да. И уже как мим просто работаешь, да? Да, там можно как-то с ним взаимодействовать, как-то в его мир все равно погрузиться, что-то туда привнести. А у вас это была какая-то случайным образом собранная группа? Кто-то был инициатором? Да, вы был как-то... Константин Седов, но она была не случайно собрана, там была школа и отбор. Ага. То есть те люди, которые, по мнению организатора, не подходили, они не проходили туда. Вот больше 10 лет я этим занимался. Помимо работы в театре? Да, конечно. Почему вы этим занимались? Вы получали вот эту отдачу, да, от детских глаз, как-то вот какой-то для души что-то такое было важное, да? Я не знаю, сколько это затратно? можно назвать. Это же эмоционально затратно. Очень. Вот мне все-таки кажется, что это какая-то эмоциональная, ну что ли, гигиена. То есть ты как-то... вообще любая такая деятельность, волонтерская, благотворительная, любая, она делается из эгоизма. Она делается из-за того, чтобы считать себя хорошим. Вот я ходил для того, чтобы считать себя хорошим, и как-то помогать этим детям, потому что когда ты приходишь, ты все равно в них видишь себя. Ты все равно в них видишь себя маленького, к которому никто не пришел. А ты можешь прийти, ты как бы можешь себе помочь. То есть и ты приходишь и помогаешь, ну на самом деле ты естественно помогаешь им, но ты помогаешь как бы себе. Да, вы очень правильно сказали, какая-то эмоциональная гигиена. Наверное, это еще немного тушит вот этот огонь какого-то беспорядочного фейерверка жизни, который может быть за стенами, да, этих больниц, да, и тут ты как-то немножко приходишь в себя, понимая, что да, мир он очень разный, да, и то, что там в звуках каких-то салютов и фейерверков буквально через там стену соседствует с болью, трагедией, там, смертью и так далее. То есть, наверное, уравновешивает немножко состояние, да? Способ познания жизни, других сторон жизни это тоже. Потому что были очень... даже у больничных клоунов бывали очень сложные ситуации, в которые мы попадали. И это дает такой опыт, который ты никогда не получишь в других местах. Я думаю даже, что вы, наверное, с кем-то дружили, привязывались и теряли деток. Это было немножко в других формах. Но такой опыт тоже есть. Желательно не дружить. То есть все-таки немножко поставить какую-то преграду, да? Обязательно. Это и есть твой инструмент. Потому что если хирург будет тебя резать и жалеть тебя, он тебе что-нибудь не то сделает. То есть это относится и как к актеру, да? И обязательно. Как к артисту. Это твой инструмент. Если ты будешь привязываться, ты начнешь делать вещи, которые сделают хуже и тебе, и ему, этому человеку. Получается, у вас прям такой был психологический практикум. Ну, это сейчас так, мы обговорим об этом как бы сложно, да, а на самом деле это совсем другое. Но, по сути дела, это оно, если выражать это в словах. Да, это так.
В каком театре вы работали? В Долгопрудненском театре «Город». Так, театр «Город». Гастролировали, показывали спектакли. Да. И когда в вашу жизнь уже профессионально вошла режиссура? То есть вы поступили через несколько лет, да, вы закончили с красным дипломом, что потрясающе на самом деле, потому что режиссура — это сложно. Это сложно, потому что прям вот настолько многомерная профессия, в которой ты должен очень много знать и чувствовать. Прям за Мне актеров, кажется, мне вот за туда и картин. надо было. Хорошо, Сразу. что я не поступил на актерство. Да. Ну, получается, что вы просто шире взяли объем и глубину, да, знаний. Может быть, не взял, а как бы я туда, как бы дорожка привела, и очень хорошо, что она привела так. И очень хорошо, что именно так, именно туда, именно к этому мастеру, именно в этот институт. А кто был мастер? Юрий Николаевич Погребничка. Так, известная фамилия. Да, известная, непростая, и он нас тоже многому научил именно своим собой, своим примером. А какой у вас был дипломный спектакль? Дипломный спектакль у меня был по сказкам Киплинга. Это был спектакль для всей семьи, он назывался «Маленькая сказка». Я его сделал в этом же театре «Город», и у нас были просто аншлаги. У нас люди, которые выходили со спектакля, они сразу покупали билеты на этот же спектакль в следующий раз. То есть его очень любили и актеры, и публика. Вот сейчас он уже не идет. А его надо возродить, потому что я с таким ощущением вышла с вашего спектакля буквально неделю назад. Мне хотелось сразу узнать, когда будет следующий. Но поскольку вы сказали, Осенью. что вы, в этом сезоне уже вы закончили, то теперь уже только осенью. И я уже раструбила всем друзьям, что осенью мы все идем на спектакль Дамира Очень Башкирова. хорошо. Да, потому Очень что вот хорошо, такой вот приходите. погружение настолько, что я, наверное, была, ну, может быть, не единственная, но мне самой даже потом было неловко. Ваша член вашей команды, барышня, не помню, как ее зовут, она сказала: да, я слышала, потому что я в определенные моменты я издавала некоторые звуки, потому что мне казалось, что я там нахожусь. Когда вы рассказывали, что Чаплин бросал там дико дорогие фужеры на пол, там, да, которые имели историческую ценность, и вот ваш этот жест, как он бросает, я делала, то есть просто настолько вы меня захватили своей игрой. Цыгане запили чарочки, первые поднесли Чаплину, он выпил. И к моему ужасу разбил бокал об пол. Все молчали. Через 5 минут он вновь наполнил бокал и снова разбил его. Один человек на сцене, плюс прекрасная совершенно барышня за роялем, за фортепиано, и какое-то вот абсолютное погружение. Когда этот спектакль пришел в вашу жизнь? Потому что пока я увидела только один спектакль, мне хочется, конечно, увидеть и другие, но это что-то удивительное. Этому спектаклю 12 лет в этом году. Мы сейчас говорим о спектакле, да. Я сегодня смеюсь над собой, Да, называется. да. По воспоминаниям Александра Да. Вертинского, да, по его мемуарам, можно По сказать. мемуарам, по такой литературе около Вертинского. Песни, потому что, стихи, письма. его творчество и по воспоминаниям его жены, еще там некоторые источники информации есть, потому что он же не закончил, а спектакль надо как-то заканчивать. Вот. Этот спектакль, да, на него, я могу сказать, нескромно, Аншлаг. что его любят, что на него ходят. Но сейчас это вот такие для меня знаковые были 2 спектакля в апреле, потому что я их не играл 3 года, там из-за некоторых обстоятельств. Вот. И это такое возвращение, мы его восстановили, я его немножечко доработал. Вот. И я крайне счастлив, что он вернулся и снова встретился со зрителем. И еще и такая реакция у зрителя хорошая. Да, я думаю, здесь очень много факторов тоже сложилось, и время вот эти 3 года были сложными для вас, и вы немного другой, да, сейчас, и ваша вот, и душа у вас сейчас на другом уровне совсем. И получается, значит, и качество спектакля изменилось. Тем не менее, когда вы его начинали играть, вы уже получили премию за лучшую мужскую роль, да, за эту именно роль. У него много наград на разных фестивалях, он много поездил этот спектакль.
То есть по стране, да, прям Да, по и городам? в Германию с ним ездили, и в Латвию на фестивале. Да. Сейчас так это все удивительно Сейчас вспоминать. сейчас это все, да. Как это вообще возродится ли когда-нибудь? Представляете, вся культура закапсулировалась. Вообще удивительно. Печально. Но есть все-таки наш зритель, да, который этот спектакль любит, и я надеюсь, что все, кто как-то причастен к миру театра, к миру каких-то литературных клубов, вечеров, приятных каких-то собраний и мероприятий, связанных с высоким искусством. Александр Вертинский — это все-таки высокое искусство, несмотря на то, что, как назвать его жанр? Городской романс? Как назвать его жанр, в котором Мне он жил? кажется, что все-таки его жанр — это Александр Вертинский. Тоже Потому верно. что это его биография, и спародировать его можно, повторить его нельзя. И я помню, даже кто-то на его концерте, когда он вернулся в Россию, кто-то говорил, что после его концерта сказали, что этот жанр, он и умрет вместе с ним, потому что это его биография, а прожить его жизнь невозможно. Вечерний ресторан в парижских балаганах, дешевом электрическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и людям что-то жалобно пою. Причем на стыке вот этих эпох, можно сказать, исторических, на сломах, да, на сломах вот, то есть того, что происходило в России, его эмиграция, ну, можно сказать, начало там практически полубродяжническое, да, за границей, и потом этот оглушительный успех, и поздний брак, и дети, и Китай и так далее. То есть настолько жизнь одного человека, сколько он прожил? Она вобрала 68 лет, да? Да. Столько всего, там на 10 жизней хватило Да. бы, да? Удивительно. Итак, спектакль восстановлен. Я даже прочитала у вас в одном из постов, что вы нашли стулья, и у вас Да. теперь свой реквизит, Да, свой да. театр у себя дома практически. Потому что этот спектакль теперь существует отдельно от театра, и Ага. он это, то есть и не я не располагаю ресурсами театра, и вот есть какая-то группа людей, которая мне помогает, и мы его играем. Это совсем другое, я вам скажу, Да. чем то, что театр делает. Ну да, в театре ты, ну, можно сказать, под крышей, по крайней Конечно. мере, да? То есть... Под крышей, там есть цеха, люди на зарплате, которые все делают, потому что они должны это делать. А кто сейчас ваша команда? Это ваши Это- единомышленники, друзья? Это мои Кто? друзья, мой концертмейстер, люди, которые со мной сотрудничают. У нас свет, звук, это все это то, что зритель не должен замечать, но оно существует, и оно должно профессионально работать. Администраторы, люди, которые стали администраторами на этом спектакле. Понятно, понятно. Значит, осенью мы ждем этот спектакль, и я буду активно приглашать, буквально до первой даты этого спектакля. Да. Будем всех, кто- оптимистами, что Да. осенью все будет нормально. Но жизнь продолжается. Я вот даже буквально вчера я была на концерте классическом, слушала музыку барокко, и, конечно, вот какая-то грань проходила между тем, что сейчас происходит и что занимает мою голову, да, и вот эта музыка барокко вся вот такая вот кружевная и какая-то, ну, так скажем, явно не трагическая, да, Да. такая. И я понимала, что вот этот диссонанс, он для меня как лекарство, что это противопоставление некой ажурности, витиеватости, легкости, Избыточности её. избыточности какой-то, да, компенсирует огромный недостаток чего-то положительного, светлого, да, в котором мы сейчас живем, как бы мы там не улыбались, не ходили по, казалось бы, нашим прекрасным улицам Москвы, а фоном, я просто как психолог скажу, что такое количество вокруг меня людей, которые мне уже обозначили, что кто-то вышел в окно, кто-то Да, по-другому конечно. закончил свою жизнь, да, просто потому что люди жили-жили, а навалилось столько вопросов и неясностей в жизни, что люди просто не выдержали, вот просто не выдержали. Поэтому искусство, музыка, театр, погружение во что-то, пусть даже нереальное, в сказочное и волшебное, ну, наверное, это пока единственное лекарство. Я вспомнила, что вот Великая Отечественная война, почему актеры ездили, почему музыканты ездили? Да потому что без этого вообще было бы невозможно, наверное, и Вот не именно победа, сейчас, ничего. когда реальность именно вызывает вот такой эффект, о котором вы говорите, именно сейчас нужна
Активация такая. нереальность, Да. которую может дать искусство, музыка, театр и так далее. Я сотрудничаю сделал там несколько спектаклей в Московской областной филармонии. Они как раз и начинали вот с тех бригад, о которых вы говорили, с фронтовых бригад, которые выезжали. Когда смотришь эти хроники, кажется, это какой-то сюрреализм, когда перед солдатами выступают клоуны, выступают балет, выступают жонглеры. То есть ты понимаешь, что эти солдаты вот завтра пойдут, и они сейчас смотрят на балет. Да. Или на какие-то фокусы они смотрят и смеются, или кукольный театр. Да. При этом понимаешь, что, возможно, они это видят последний раз. Да, конечно. И завтра на смерть. Да, но именно это и необходимо в такие периоды. И сейчас, конечно, как никогда мы понимаем все, о чем мы читали, когда была гражданская война, 17-е, 20-е годы в России, что происходило, что-то смерть, рядом люди за стеклом сидят, едят, значит, тут и убивают, тут какие-то эти, и все эти воспоминания, они сейчас совершенно по-другому выглядят. И «Собачье сердце», и «Булгаков». Какие сейчас в вашей жизни проекты поддерживают вас лично? Там последний спектакль я сыграл 3 года назад, это я уже лежал в больницах. То есть я вот 4 года лежу в больницах, и я формировал вот этот вот медленно очень формировал этот спектакль, чтобы он был. Чтобы он продолжал существовать, чтобы он встречался со зрителем, чтобы он просто жил дальше. Это сильно поддерживает. Вообще любые планы они поддерживают. А когда такие тоже. У меня есть, значит, некоторое сотрудничество с Московской областной филармонией, потому что им подходит мой график теперешнего периода жизни, когда я периодически лежу в больницах и периодически, значит, на воле, как вот сейчас. Еще бывает, что вот в одном кафе я читаю тексты, которые выбираю, и с электронными музыкантами мы читаем, и получается интересный эффект. А я хочу сходить. Это вот, где? пожалуйста, это есть такая тайная чайная, Old Macao называется. Old Macao? Да. Как я была в Макао, для меня это звучит как какой-то отголосок прошлого практически. Да, вот это такая чайная, но не белорусской, куда, не зная, не попадешь. И вот туда раз в месяц я там читаю тексты. Так, все, я буду Люди знать. собираются, слушают на это, да. Я с удовольствием приду, я вообще не знала об этом. Я знаю, что Муха-цокотуха у вас, по-моему, как раз не с филармонией областной, с филармонией. Вот я там сделал Муху-цокотуху. Вы сделали как режиссер и как актер? Режиссер. Как режиссер. Только как режиссер, да. А кто актеры? Артисты филармонии или кто? Там во всех 3 спектаклях, которые я там сделал, играют артисты оркестра, балета, вокалисты этого коллектива, он называется «Садко», замечательный коллектив русской народной музыки и танца «Садко». И я приглашаю 2 актеров драматических, которые помогают все это сделать. У нас есть, значит, спектакль, это моя версия «Мухи-цокотухи», «Муха-цокотуха» именины с оркестром, потом «Баллада о маленьком буксире», это по поэме Бродского, и Василий Теркин. Это то, что мы выпустили год назад. И сейчас регулярно в филармонии идут эти спектакли, да? Или на разных площадках просто они показывают? На разных площадках они показывают. Но это именно театр Садко, вот этот вот, да, коллектив? Коллектив Садко, да, это вот их спектакли, которые мы сделали с ними. Ну здорово, то есть получается, что ваше творчество продолжает жить, да, радовать. То есть, мне кажется, это тоже некая такая связь с миром Вселенной, то есть вы знаете, что так, через неделю будет вот этот спектакль. Посещаете, ходите на них? Когда могу. Очень верно то, о чем вы говорите, потому что то, что ты туда заложил, даже если это самый простой спектакль, даже если это самый, казалось бы, в общем-то развлекательный. Мне иногда пишут, знаете, в Инстаграм, в директ родители, они говорят, мы плакали на этом спектакле. Мы плакали, хотя мы понимаем, что плакать, в общем-то, нет причины, но мы плакали от того, что происходит. То есть вот что-то настолько внутренне что-то происходит, да? Пишут даже мужчины. То есть это их настолько как-то так трогает, я сделал все правильно. Да. Я вообще прочла некоторые, которые вот постите, некоторые отзывы, и я понимаю, что происходит с людьми, потому что со мной тоже вот такая вещь интересная произошла после того, как я посмотрела спектакль. То есть ты выходишь другим. Вот что-то, я не знаю, там микроны, миллиметры, сантиметры, как это измерить, изменение души, но ты выходишь другим со спектакля.
есть еще один спектакль, который нас опять снова вернет к этому слову, да, «Бедный Марат». Да, «Мой бедный Марат». «Мой бедный Марат». Судьба этого спектакля тоже давняя. Вы начали играть в этом спектакле достаточно давно. Это еще не когда из Ижевска не уехал, да. То есть это спектакль, получается, Ижевского театра? Да. Или «Птица», да? Театр «Птица», да. Театр «Птица». Это наш такой знаменитый спектакль, даже на него все очень ходят часто по много раз. И я вот сейчас, я просто не знала, что это именно театр «Птица», то есть что-то пропустила. Вы были недавно в Ижевске у себя на родине и играли 2 спектакля, да? Да. Мы его после огромного перерыва играли. И это очень интересно, потому что там, коротко скажу, там молодые люди встречаются втроем, и вот там показано 3 их этапа жизни. Во времени, да? Да, Вот? во время спектакля. И это очень такой наш знаменитый спектакль. Вот. И очень здорово, что мы-то тоже развиваемся, актеры. И теперь совсем другие вещи Вкладываете туда уже, да? становятся явными, становятся более сильными, становятся более тебя цепляющими. Да, акценты уже другие Да. в игре, да, совершенно. Да. Что Это личность неизбежно, уже и это другая. хорошо. Да. В том и дело, что вот сейчас я приехал в Ижевск, мы сначала сыграли там 2 Вертинских, и через неделю 2 Марата. Это было очень здорово, такое вот возвращение, можно сказать. Я думаю, что вы испытали там совершенно замечательные эмоции. Во-первых, вы встретились с друзьями, с коллегами, с семьей и со зрителем, который вас ждал. А вас действительно ждали, потому что я вот и прочла об этом, да, и это было видно. И автографы, и радость, и аплодисменты. Планы с гастролями есть какие-то сейчас? Если, конечно, вы можете об этом говорить, потому что я знаю, что, ну, мало ли, да, то есть, может быть, вот не хочется пока озвучивать, чтобы... На обоих спектаклях, которые здесь прошли в центре Высоцкого, на обоих спектаклях о Вертинском был мой психолог. Так, у вас есть психолог, Она прекрасно. два раза приходила, Да. и она мне сказала, почему бы не привезти Марата сюда? Да. Я что-то как-то про это не думал. Вот, может быть, это получится. Еще есть один спектакль, который мы сделали, скажем так, во время того, как я заболел. То есть вот мы только его начали, мне врачи сказали, я пришел к режиссеру, продюсеру, сказал, что они должны знать. Говорю, вот если так, то вы можете, значит, меня, ну, больше со мной не работать, потому что вот такие-то последствия Сложно рассчитывать, возможно, да? Как дальше будет, неизвестно. Они не отказались, и мы сделали такой спектакль, который называется «Гамлет. Очная ставка». Какое интересное, интригующее название. Да, это такая очень режиссерская, очень интересная версия Гамлета, более, скажем так, ну, это Гамлет очень большое произведение. Каждая эпоха его раскрывает по-своему. Здесь тоже есть свой взгляд на это, очень конкретный. Может быть, еще помогает то, что режиссер тоже из «Щуки», из моего института, мы с ним очень подходим. Там 5 человек. В этом спектакле я играю там множество ролей, не как здесь один все, а я там играю там, ну тоже много, но всяких там и того, и ту, и этого, и значит и сего, и осла, и кого угодно. И так получилось тоже, что вот мы тоже как-то этот спектакль получился, и он тоже начал жить. Его начали везде приглашать. Мы с ним, пока было возможно, ездили в Сербию, на несколько фестивалей по России. И так получалось. То есть получается, что он идет редко, но очень, ну, метко. Потому что когда я не в больнице, вот я тоже был в разных физических состояниях. И был и в другом, даже в другом весе, чем сейчас, и с другим цветом себя, и без волос, и всякое. Но мы вот его играли, что роль это позволяла. Мы его играли там, в Благовещенске, где угодно. Кстати, тут в центре Высоцкого мы тоже его играли. Кстати, хорошая площадка, Да. камерная, да? Вообще, Да. мне кажется, что... Очень теплая. Да, очень теплая, возникает какая-то атмосфера такая, какого-то вот закапсулированного пространства, да, и все в этой истории просто живут одновременно с вами. Просто у вас еще, мне кажется, у вас вообще какое-то интересное такое направление вашей именно актерской
вашего действия как актера, на воздействие и действия Так. как актера на зрителей, да, вот в этом, бывают же вот певцы камерные, да, то есть когда вот они Да, конечно. просто сражают, да, то есть они, может быть, могли бы там потеряться в каком-то там большом зале консерватории, да, потому что, ну, просто пространство было бы слишком разряженным таким, Их да. энергия для другого пространства. Да, а Да. вот есть вот люди, которые вокруг себя формируют эту очень плотную энергию, такую сконцентрированную, да, в которой все, кто в этом пространстве находится, одновременно практически участвуют в том, что происходит. Ну, у меня такое впечатление. Как же хорошо это, мне Это кажется, это и- великолепно и есть просто. цель театра, Вот чтобы это ты нас- вместе с да. тобой что-то прошел какой-то путь. Просто в этой вот атмосфере попадание практически в каждого. То есть вот потому что нет вот этого вот расстояния, да, как бы вот пустого расстояния нет, оно все сконцентрировано вокруг того, что происходит на сцене. Прям хочу все спектакли посмотреть. Надеюсь, что Следите все за анонсами, сыграется, как да, что говорится. все будет сыграно к осени. Что увидят несколько городов. Вот, кстати, нас смотрят разные города, да. Я прям рекомендую, потому что зрители будут благодарны тем людям, которые привезут спектакли, в которых играет Дамир Бахтиев, которые он сам поставил и в которых играет, потому что это всегда открытие и того, что происходит на сцене, то есть это какой-то такой взгляд, который что-то меняет в вашем привычном отношении к этой теме, но это еще и изменение зрителя самого. То есть, ну, я знаю, что так происходит, потому что я разговаривала с теми зрителями, которые пришли на спектакль, на котором была я, а я была только на одном. И я, как уже говорила, я хотела купить сразу на такой же спектакль, вот на тот же спектакль. Если бы он пошел там на следующий день, я пошла бы на следующий день. Мне не хватило, я хотела еще раз это пережить, прожить по-другому какие-то кусочки, прослушать эти песни, сакцентировать внимание на каких-то других словах. В общем, мне не хватило. Мне хотелось еще. Очень хорошо. Да, и вот Кстати, в Ижевске зрители, которые подходили после спектакля, они говорили все примерно одно и то же. И мне кажется, это очень интересно и очень для меня ценно. Они все говорили, нам после этого спектакля хочется плакать и жить. вот. Плакать. Жить сквозь слезы, да, то есть вот Почему-то какой-то, все, да. и вот все примерно одно и то же говорили. И мне кажется, это вообще классно. Ну, вообще, мне ради этого Что можно плакать и жить. Да, ради этого надо жить, на Поплакать самом и деле. дальше жить. Да, да. Ой, в каком же фильме Феллини, ну да, я знаток, конечно, память моя такая девичья. Главная актриса, пройдя через какие-то ужасы жизни, там что только с ней не происходило, она в последних кадрах фильма шла по улице. Ночь Кабирии. Вот, точно. Она шла по улице, то есть она Да. пережила просто какой-то ад, да, такой женский вообще. И это рыдание практически, и она начинает смеяться. Да. И вот, ну вот прям вот квинтэссенция того. Ох, ну вы меня сравнили. Ну, Джульеттой Мазиной. это Ну, хорошо. слушайте, Пусть. это пусть, и просто вот раз оно пришло, значит вот оно так, потому что вот это ощущение, да, что плохо, невыносимо, но ты себя достаешь какие-то, пусть там, не знаю, какие-то осколочки, из которых ты рождаешь улыбку сквозь слезы, потом смех, потом какую-то, может быть, иронию, может быть, сарказм, я не знаю, что угодно, но другие эмоции, которые тебя и ставят на какую-то другую ступенечку. Если ну, вот говорить о том, что цель какого-то вида искусства это испытать этот вот катарсис, может быть и хорошо, Да. может быть и замечательно, может люди за этим и приходят, что-то почувствовать, что-то, чтобы их получить какое-то впечатление. Они, может быть, и не понимают, зачем они приходят. Да, они приходят посмотреть, это да, может- на может тему, не- на название, не- на что-то, да. Может быть, Да. может не быть сформулировано. Да. Вначале да, а потом, когда ты выходишь, что ты уже, так вот я зачем пришел. Отлично. Вокал. Я из вокальной музыкальной семьи, и я удивлена была вашим мастерством. Учились, занимались. Как пришел вокал? Ну, вы хорошо поете. Вы обладаете слухом, голосом и подачей материала, да? Я понимаю, что рядышком с Вертинским, но вы не копировали Вертинского, вы это какие-то невозможно. да, вы какие-то малюсенькие нюансы Это давали, стилизация. штрихи, Да. штрихи, но это был ваш вокал, это были вы. Я никогда не учился, Так. я не знаю музыкальной грамоты. А вообще есть великие певцы, которые не знали.
Ну, я не знаю, я не нотной я грамоты. себя Такие к ним певцы есть, причисляю. мировой известности, между Когда прочим. мне концертмейстер шел показывать, ну ты видишь вот здесь вот это? Я говорю, нет, я не вижу, но я слышу, что там вот так. Да, это так, ты прав. Ну вот, мне кажется, эта часть, она тоже развивается вместе со спектаклем. То есть просто с количеством того, что ты делаешь. Что упражняется, то и развивается, как в биологии. Да, как В биология. эволюции, да. Отлично, отлично. Еще меня Что не заворожает. упражняется, то не развивается. Ясно. То есть вы все-таки упражняетесь, то есть вы занимаетесь. Нет. Ну вот перед То есть вы спектаклем мы репетируете, готовимся, да, мы и делаем всё, да? прогоны, да. Ну, потому что у вас Проходим все песни. прекрасный слух. Вы слышите. Ну, спасибо, У это вас в такой семье бонус. нет ничего, да? Нет. И в школе вы не занимались там, вот там, я в хор какой-то ходила, пела удмуртские песни. Ничего. Ничего такого. То есть, значит, вам это Не, просто похвастать дано, и нечем. слава богу. Ну что, похвастать. Предъявить, может быть, в качестве каких-то там официальных доказательств, но зато у вас есть голос и слух, и это прекрасно. То есть, ну, действительно, такое ощущение, что вы как-то так завернули в молекулярную биологию, а потом вырулили на свой путь. Еще скажу, это не, вот вы говорите, дано. Оно ничего не дано. Не дано? Чем вы занимаетесь, то и приходит. Но слух развить невозможно. Оно может быть, как есть задатки для этого, но нужно развивать. Может быть, вы тоже не знаете, что там вам дано. А вам говорят, вам это не дано просто, и все. Сколько Ну таких всё актеров, закрыто. артистов, еще каких-то людей, которым говорили, у вас нет вообще нет Наверное, предпосылок никаких. как вам, наверное, Да. говорили, когда вы А решили на самом уйти. деле потом оказывается, что это какие-то великие и уникальные люди, которые вот это развивают. Ни к чему вы не верьте. Ясно. Ничему не верьте. Верьте себе и своему сердцу. Ну, естественно, Ясно. если вам там 70 лет и вы решили пойти в балет, то это надо задуматься. Вот. А какую форму балета выбрать? И надо себя все-таки адекватно оценивать. Так, меня еще заворожило, знаете что? Руки ваши. Так. У вас красивые руки. Я даже хотела спросить, но теперь вы сказали, что вы не учились, потому что я хотела спросить, играете ли вы на фортепиано? У вас прям такие фортепианные руки, К сожалению, я летающие. ни на чем не играю. Но вот когда мы готовились к спектаклю, я смотрел, вообще, я все изучил, вот как только я погружу, для того, чтобы познать материал, нужно все там изучить. Да, Я посмотрел все фотографии Вертинского, все, которые были возможно найти. И там есть вот эти все воспоминания про его руки. И как-то я начал это вот развивать, что-то пытаться делать. Что-то впитывать. Да. К сожалению, ни на чем не играю. Ну, можно всегда научиться. Можно. Можно. Я знаю человека, который в 36 лет сыну своему пригласил преподавателя по фортепиано. Сыну было 5 лет, ну и поскольку он сидел, его там за шиворот держал, чтобы тот сидел и учился, в общем, в итоге папа научился сам. Вот, и при беспредельной своей брутальности, просто гора человек, вообще вот просто даже боязно на него смотреть, и он там выдает Шопена, вот, он и сонату, там и так далее, то есть уже Чудесно. все возможно. Чудесно. Так что, может быть, когда-то вы и сами себе скомпонируете. Может быть. Вообще Вот. все может быть. Все может быть. Какие сейчас планы на лето, май, лето, что планируете? Может быть, вообще какой-то материал новый изучаете? Сейчас, так как продолжается мое лечение, я должен все время это учитывать. Сейчас прям расписание, да, пока такое присутствие да, в больнице? Есть расписание, и жизнь моя, она как бы огибает эти островки. Пока есть только планы с Вертинским на осень. Может быть, еще что-то придумается за лето. Есть там идея сделать одну поэтическую программу. Может быть, вот это удастся сделать с музыкой. Потому что, может быть, душа в это вложится и в этом раскроется. Буду читать летом иногда в кафе. Пока больше ничего нет. И вообще сейчас планировать что-то сложно, но планы строить все равно нужно. Обязательно, конечно, конечно. Даже- Вы много читаете, да? Вы вообще вот Я такой- стараюсь. Мне кажется, я недостаточно читаю. Я просто помню в одном из ваших интервью, когда вы узнали, что у вас
такой сложный диагноз, вы первое, о чем подумали, куда девать книги, да? Да. Куда девать книги? У вас много книг. Ну да, я их читаю. Лежат они, меня окружают. Среду создают вокруг меня. То есть у вас большая библиотека. А кто ваши любимые писатели? Ой, вот так я не могу сказать. Этого очень много будет, потому что как только ты начинаешь что-то изучать, и это обнаруживается, и это. Потом у тебя меняется отношение к этим. Потом ты перечитываешь и да, что-то другое, да? Потом перечитываешь, думаешь, что же я тут увидел, тут ничего нет. Сейчас тебе так кажется, а потом кажется, а вот этот вот я его недостаточно, вот тут вот этот на самом деле совсем замечательный. Много всего, много всего. И поэзию вы любите, я так понимаю, да? То есть вы Люблю, читаете но много. мне все время кажется, что недостаточно. Читаю, недостаточно люблю. Может, было бы и побольше. Но... И это говорит человек, когда в наше время читающего человека сложно найти. Даже те, кто читал, мне говорят: ты сейчас читаешь книги? Я говорю: ну да, конечно. А я прям вот, ну не открывается книжка. Вот он телефон и все, там что-то вот. Не могу сконцентрироваться. Все-таки книга — это, мне кажется, тоже лекарство такое, да? Да, и терапия. Терапия вообще вот от какого-то засорения, которое вокруг. Люди, которые не привыкли читать, они, может быть, не до конца понимают, что это совершенно не тот же процесс, что и смотреть кино или слушать аудиокнигу. Это вообще другой процесс. Это другой процесс общения с материалом. Да, когда ты читаешь, не когда ты слушаешь, не когда ты смотришь, а когда ты читаешь. И совершенно другие области мозга работают. Думаю, что сейчас таких людей будет все меньше и меньше, хотя я не думаю, что это совсем уж вымрет. Я не думаю, что книги вообще исчезнут. Ничего не исчезнет, бумага не исчезнет с текстами, с художественными. Я тут перечитала под настроением 451 градус по Фаренгейту. Ну такое настроение, потому что что-то невероятное вокруг происходит. И на самом деле эта мысль: боже, а как с книгами сейчас будет вообще? Они доступны нам будут? Ну, в общем, как-то много так вопросов сейчас, даже с книгами связанных. Книги — любовь ваша. А еще мы с вами близки в любви к кошкам, я так понимаю, да? Да. У вас есть кот? Есть у меня кот, да. И зовут его... Гуманист. Гуманист. Да. Вы так назвали? Да, конечно. А почему? Вы так на него посмотрели и решили: так, все, гуманист. Вот именно так и было. Да. Именно так и было. Пригласили меня, сказали: вот у нас там кошка дворовая родила, мы их всех утопим. Если заберешь, то какого-то. Я говорю: дайте я посмотрю. И я выбрал самого чахлого, вот так вот, самого вот такого, вот так вот. Серьезно говорю, все остальные были такие агрессивные, какие-то, значит, царапались, в общем, проявляли свою жизненную позицию довольно активно. Я выбрал самого чахлого, он вырос такого строгого, сурового такого хозяина дома, который все время на меня так смотрит, что чем же ты занимаешься, займись наконец делом. Да, но вот он меня поддерживает. Да. Так, ну да, я так его назвал. Наши кошачьи одного цвета. У меня тоже серый, это только девочка, кошка серая. Зенаида, то есть бывает Зинаида, у меня Зенаида. Вот, так что очень вас понимаю, тоже взгляд ее очень часто меня ставит на место. А с кем бывает ваш кот? У вас есть друзья, кто-то помогает вам? Моя, она живет в моем же доме. И она, Ой, как когда я в прекрасно. больницах, она его, да. Еще когда он появился, совсем был маленьким, меня как раз положили тогда на очень длительный период, у меня больше месяца не было дома. И, по сути дела, она его воспитала. Он поэтому слегка тоже травмирован, а может и не слегка, он вот этим вот покинутостью. А он ласковый? Да, но и суровый в этом. Вот, То есть такой сдержанный, да? да. Такая у него тоже непростая биография. Конечно. Надо любить. И быть рядом и любить. Скажите. С детьми, с котами, вообще с живыми существами. С людьми, со всеми, да. Да. Скажите, такой вопрос, не знаю, возможно, непростой. Изменился круг близких людей после поставленного диагноза и со всей вот этой историей, которая дальше происходила? Практически нет. Так. Но со временем он расширился.
Как это ни странно. Вот. Конечно, произошли некоторые изменения. Какие-то люди, испугавшись, отступили, но потом они через год, может быть, через 2, когда они пришли в себя, они как-то вернулись. Может быть, вы как-то по-другому зададите вопрос, если я не ответил на него? Нет, в принципе, ответили. Я просто к тому, что действительно очень многие люди боятся серьезных болезней, да, и не знают, как реагировать, не знают, что говорить при этом, да, то есть почему-то всем людям кажется, что надо как-то резко измениться к человеку, да, как-то по-другому говорить, по-другому общаться, делать какие-то другие вещи, да, и мне кажется, это как раз на самом деле и мешает нормальному общению, потому что просто можно остаться самим собой, да, и остаться в той же плоскости общения, ну, потому что, мне кажется, это больше напрягает человека, который в проблеме, когда ты видишь, что люди не знают, что тебе сказать, ну просто не думать об этом. Они отстраняются, а в этой ситуации это как раз самое, ну, скажем так, мягко неприятное. Вот. А пока человек жив, с ним можно и нужно общаться. Если вы хотите, конечно. Ну, естественно, да, то есть просто общаться, как всегда. Да, наверное, он же еще живой, он же... Просто необходимость именно просто в тепле, во внимании, в совместных прогулках, ну, какой-то там помощи элементарной, там еще что-то. То есть ничего такого нет. Просто вот у меня есть племянник, родственник, вот он тоже уже 2 года борется с опухолью, вот, и у него тоже есть вот этот вопрос к окружающему миру, да, даже к каким-то там родственникам, да, что вот вроде там я заболел, и как-то все там, было как-то активнее общение, теперь вроде там люди не знают, что сказать, там, во-первых, ты это, мне кажется, чувствуешь острее, да, то есть, может быть, в той суете, в которой была обычная жизнь, ты как-то и не думал, что вы, ну, не виделись вы 3 недели, и тут случайно пересеклись, да, а тут вот кажется, что, ну, вот 3 недели, и никак, и ничего. Чем вы себя поддерживаете сами? Я же понимаю, что вот все мы, на самом деле, одинокие люди, мы все сами с собой, мы со своими вопросами остаемся наедине, как минимум ночью, да. Вы себя чем поддерживаете? Со временем у меня появился психолог. Он тоже появился не сразу. Я не думаю, что это подходит всем. Я думал, что я никогда не приду к психологу, но в жизни все бывает. У меня я попробовал с таким. Вот этот замечательный, прекрасный, и он мне подходит, и не нужно... Жизнь вообще не очень длинная. Вы еще меняетесь в этот период. Вы не сможете всегда хотеть и мочь того, чего хотите и можете сейчас. Надо ее ценить. Это бессмысленно говорить молодым, но надо ее ценить и чувствовать. У меня появился психолог. Если у вас критическая ситуация, обратитесь к другим людям. К психологу, к каким-то своим надежным друзьям. Гуляйте, обязательно надо двигаться, можно читать, можно общаться. То есть сейчас, наоборот, нужно вот так вот ценить общаться каждую минуту, с друзьями, которые еще адекватные, которые с вами действительно общаются, чего они там не думали, не говорили. Если они, конечно, вас этим не разрушают. Да, конечно, то есть тут тоже надо себя беречь. Да. Мне кажется, ты вообще прям оцениваешь каждое общение, уже вообще вот человека, общение ценность уже его совсем... возрастает. Да. И становится совсем уж драгоценной. Были недавно в Ижевске, а вообще домой часто ездите? Нет, не часто. Сколько вы уже в Москве сейчас, получается? Ну, вот так. 14 лет. 14 лет. Да. Театр, режиссура, свои спектакли. Мне кажется, что сейчас такой период слома всего, да, к сожалению или к счастью, мы не знаем, но это, видимо, какой-то естественный процесс. Так начинаешь думать в исторических каких-то экскурсах и понимаешь, что, наверное, такие сломы, они регулярно происходят. Да. Уж, конечно, никто их никогда не ждет, никто к ним никогда не готов, но мы в любом случае в этом времени сейчас существуем. Скажите что-нибудь, мне почему-то кажется, что вам есть что сказать, что-то поддерживающее сегодняшнее молодое поколение. Почему я спрашиваю об этом? Потому что
Мы все-таки с вами примерно одного поколения, я там Вы старше, значительно моложе. я на 10 лет вас старше, но не важно. Вы значительно моложе. Хорошо, я буду так считать. У нас есть вот этот аналоговый опыт, да, тоже опыт жизни в аналоге, Аналоговый да? опыт, ага. Да, да, то есть вот жизни в аналоге в этом, да, то есть когда не было никакой там сотовой связи, мы просто общались, мы стучались друг другу в дверь, звонили в звонок и говорили: привет, пойдем и поговорим, пойдем погуляем, пойдем пообщаемся, сделаем что-нибудь вместе. У сегодняшних 20-летних нет такого опыта. У них всегда есть некий аппарат, который их как-то соединяет. Я не знаю, во что мы пикируем сейчас, да, в какой формат. Чем их можно поддержать? Просто у нас, например, даже в организации в нашей общественной очень много молодежи, прям вот первокурсники, второкурсники. Они, не знаю, понимают ли они, что сейчас происходит и чего они могут лишиться, чем жить. Какие в себе выращивать, не знаю, навыки. Я не знаю, вот какой-то фонарик куда-то. Мне кажется, что как только человек начинает говорить, что раньше было лучше, Так. это Это я не говорила, я Да. говорила, что было другое. Вот я сейчас про это скажу, да. И ставить, как бы делать какой-то свой опыт, что вот он это настоящее, а у вас, значит, вы этого лишены. Вот это все, начиная с античности, повторяется всю историю человечества. Чем их поддержать, не знаю. Мне кажется, они не нуждаются в поддержке. То есть они найдут Им свои способы абсолютно. просто, да? Правильно? И, как говорил Оскар Уайльд, молодым людям жизнь сказала свое последнее слово. Вот она им сказала свое последнее слово, пусть они будут такими, какими они будут и хотят, и они сами разберутся, что для них настоящее, что для них Важное. да, важное, самое ценное. Потому что эта самая молодежь, о которой мы говорим, она такая неоднородная, она такая разная, она такая интересная. У меня была недавно встреча со студентами в ВГИКе. Это же вообще потрясающие ребята. Те, которые у меня под окном по ночам пьют и ругаются, это другие. Они тоже молодые, они тоже какие-то интересные. Те, которые в пандемию там тусовались, в дождь они тусовались в машине, у них тоже какая-то своя интересная жизнь. Я вижу людей, которые читают бумажные книги молодые. Я вижу людей, которые интересно одеваются, которые интересуются совершенно какими-то такими вещами, о которых я ничего не знаю. В общем, эта самая молодежь мне страшно нравится. Я здесь с вами вообще на 100% согласна. Да. Потому что тоже вижу разную, вижу совершенно юные лица, которые сидят в метро, читают толстую книжку. Да. И для меня это такая радость. У нас есть ребята, которые там чемпион мира по географии, например, 18 лет. Да. Ой, его можно слушать часами. Мгм. И он расскажет особенности экономического развития некоторых европейских стран, которые могут повлиять на экономическое развитие некоторых стран третьего Ну, мира чудесно, и да. так далее, и так далее. Это кайф. Это кайф, они разные. Есть люди какие-то математики, когда я с ними сижу, я ни одного слова не знаю, которое они произносят. Вот Это что я так хочу клево. сказать. Я понял. Я вам скажу как биолог, вот как Так. биолог с образованием биологическим. Нужно поддерживать разнообразие. Чем система, любая система разнообразнее, тем она устойчивее. Если это экосистема, если это генетическая система, если это система людей, которые разным занимаются и увлекаются. Вот не становитесь одинаковыми, не становитесь похожими друг на друга. Будьте все разными. И тогда это будет интересно. Сейчас некоторые обстоятельства, которые принуждают людей как бы проходить сквозь какое-то сито, как бы селекционироваться по каким-то признакам. Избегайте этого. Избегайте. Разнообразие – основа жизни. Вы татарин же, да? Наполовину. Наполовину. А кто Да. у вас татарин? Отец. Отец татарин. Язык? К сожалению, совсем мало. Только вот что-то из детства от бабушки. Так как отец быстро ушел, такой стандартный советский отец, отсутствующий. Так. Вот. А вы с ним никак не виделись, не общались? Нет, уже много лет мы не много виделись. лет не виделись, да. Вы даже не знаете, что там, как, где. Ну, я знаю Или- примерно, что там с ним, кто-то мне брат передает. Вот.
В эту культуру совершенно не погружен, но несколько слов знаю. И все. Отлично. Вот. Но зато как звучит Дамир Бахтиев. А мне так нравится. Да? Дамир, мне очень приятно, что мы с вами пообщались. Спасибо вам. Мне очень приятно то, что вы сказали о разнообразии этого мира, потому что это прям настолько мне самой созвучно. И меня там как психолога часто родители спрашивают, да, вот у меня там дети, я не знаю, как они будут жить там и так далее. И я все время говорю, вы знаете, вот каждое поколение находит свои стратегии выживания, свои. Да. То есть вот у нас были такие, да, мы действительно там ходили, гуляли, общались, мы не знали вот этих всех телефонных гаджетов и так далее. У них сейчас по-другому, они придумают, как выжить, и они выживут, потому что все, что человек делает на протяжении своей истории, он находит способы выжить, так или иначе. Вот, поэтому, ну, наверное, мы сейчас закончим разговор как раз на том, что жить, то есть плакать, смеяться, радоваться, грустить, то есть испытывать все эмоции, какие есть в нашей жизни, да, но в любом случае жить, продолжать жить и помогать всем, кто рядом с тобой, переживать, что происходит вокруг. Ну, просто если мы не будем друг друга поддерживать, то мы потеряем какой-то, мне кажется, вот какой-то стержень, который и нас держит, правда же? Да. Спасибо вам большое. Я сейчас отойду, сниму микрофон, потому что мне нужно сделать одну очень важную вещь. Да, хорошо. Во-первых, вы хоть и наполовину татарин, и, к сожалению или к счастью, в культуру не были погружены, но вот мне хочется вам подарить книгу, которую наша организация выпустила в прошлом году. Она называется по-татарски «На своей земле свой язык». Да? Здесь есть что-то на татарском, но в основном все написано на русском, есть татарские стихи, есть татарские тексты, да, но есть и тексты на русском языке, то есть люди здесь, академики, преподаватели, ученые, историки, дипломаты, да, разные люди, мы собрали 100 человек, или 110 даже, вот, с вопросом, как сохранить культуру, язык и так далее. Казалось бы, про-татарский, но это в принципе про то, как сохранить свою индивидуальность, языковую, культурную, там, да, человеческую индивидуальность. Вот, здесь есть и моя скромная статейка, как психолога. Вот, я дарю вам вот эту книгу. Спасибо большое. Вот, кстати, про национальности и про идентичность, это же тоже про разнообразие. Как только система становится однообразна, она страшно быстро погибает. То есть универсальность – это зло, правда? Однотипность, универсальность, абсолютно точно, одинаковость. Абсолютно точно. Скажу вам, есть такой европейский режиссер. Вот была с ним встреча, я не знаю, приедут ли они еще, эти европейские режиссеры, сейчас в Россию, пока непонятно. Одну важную вещь он сказал, с которой я абсолютно согласен. Он говорит, он говорит студентам, это была встреча со студентами театральных вузов и вообще с театральной общественностью. Не стремитесь к универсальности. Будьте провинциальными. Как только вы будете провинциальными, вы станете универсальными. Это очень правильно. Так что спасибо вам большое. Да. И вам, как любителю вообще почитать, дарю вам книжку вот такую, называется «Испанский плутовской роман». Спасибо большое. Вот, еще... Мои желания исполняются, кстати. Как раз хотел почитать давно уже. Хотел почитать именно плутовские романы. Я так рада, что я угадала. Да. Так, вот здесь на пакете написано «Будущее принадлежит тебе». Спасибо. А еще такая вот история мне захотелось, поскольку мы кошек любим. Здесь картинки с кошками. Я хочу, чтобы вы выбрали себе какую-то одну картинку, которая совпадает, ну, которая вам будет близка, вот, и я вам напишу там что-нибудь. Вот, выбирайте. Пусть будет вот сейчас. Пусть будет вот это. Вот это. Хорошо, хорошо. Сделаю вам закладку для книжки. Да. И, кстати, тоже всегда делаю из открыток закладки. И раньше, когда можно было ездить по миру, я покупал в разных музеях репродукции всяких работ. И скопилась коробочка. Из этой коробочки периодически достаю и делаю закладки в книжках. Это тоже как-то влияет. Открытки с видами городов, с какими-нибудь
достопримечательностями. Ай-яй-яй, как Да. печально. Кстати, вот Это я был всё. когда в Ижевске, я там в Инстаграм написал, кому отправить из Ижевска открытку открыткой с работами ижевских художников. И вот мне столько человек написало, вот я сидел в кафе, вот так вот у меня было разложено все это, я всем подписывал и отправлял. Слушайте, мне кажется, сейчас такое счастье. Я тоже езжу просто по городам России, например, в командировке или просто в поездке. И это какое-то отдельное удовольствие зайти в какой-нибудь главпочтам, взять открытку, от руки написать просто маме, там, мам, я тебя люблю, да, и, ну, с видами, например, этого города и так далее. Опустить почтовый ящик, я не знаю, это какой-то, ну, для меня это какой-то... Марку наклеить, да. Марочку, Да. да, слюнявить, Это наклеить. совсем, И вообще, вот да. просто для меня это сейчас какой-то вот тоже способ себя порадовать, выжить и так далее. Да, конечно. Я, Дамир, желаю вам... Опять же, простите, Да. что я вас перебью, даже Ничего. вспомнил опять Оскар Уайльда. Да. Простые удовольствия, последнее прибежище для сложных натур. Буду тешить тебя, что я сложная натура. Спасибо вам огромное. Спасибо Я вам. огромное удовольствие испытала, общаясь с вами. Хочу на все ваши спектакли со своими друзьями. Вот я водила подругу на Вертинского, и она была в шоке. Она не знала, куда она идет, она не знала вас. То есть я-то как-то уже познакомилась с вами через ваши соцсети, а она не знала. Я говорю, идем, надо идти. Она говорит, ну пойдем. И она вышла, Лиль, спасибо. Спасибо огромное, просто это было открытие. Вот я желаю вам, дорогие наши подписчики и зрители, открытий, пусть небольших, маленьких, но каких-то открытий в жизни. Пусть они вас поддерживают, радуют. Ходите в театр, посещайте музеи, выставки, изучайте все, что можно изучить. Просто вот насыщайтесь какими-то позитивными, приятными, красивыми впечатлениями, обогащайте себя, настраивайте себя на то, что нужно завтра проснуться, одеться, выйти, погулять, увидеть какую-то красоту, найти эту красоту в окружающем мире и чувствовать себя счастливым, несмотря ни на что. Вам, Дамир, здоровья, Спасибо. счастья, радости общения с друзьями, поклонниками, зрителями как можно чаще. И пусть лето будет теплым, красивым, счастливым и добрым для вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое за Спасибо. встречу. Разнообразие вам.